Сегодня исполняется 33 года со дня трагической гибели героя России, летчика-испытателя Суланбека Сусаркуловича Асканова. 7 февраля 1992 года, когда он выполнял очередной полет, у самолета произошел неожиданный отказ управления. МиГ-29 стал стремительно терять высоту, падая прямо на жилые кварталы. Летчик сумел увести самолет от домов, но сам катапультироваться не успел. Асканов стал первым героем России. Награда и звание были присвоены ему посмертно 11 апреля 1992 года. Как подчеркнул глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале, Асканов всегда отличался высокой степенью ответственности в работе, в отношениях с людьми, в любви к родине. Ингушетия гордится своими лучшими сынами, одним из которых, безусловно, был Суланбек Асканов. Вечная ему слава, далгеш долцин, далгахэтом болб. Эшсен был оннах и буацж маюсил галгача, написал глава. В сельском поселении Галашки по улице Костоева произошло столкновение двух автомобилей марки «Лада Приора» и «Форд Транзит». На место происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда «Ингушский». В результате ДТП пострадал один человек. Он был доставлен в травматологическое отделение Сунжинской центральной районной больницы. В Минздраве подготовили законопроект, в том числе предполагающий обязательное трудоустройство выпускников медицинских специальных колледжей и вузов, которые учились на бюджете. Студенты, учившиеся на бюджете не по договору целевого обучения, после выпуска смогут выбрать регион и место работы при наличии соответствующих вакансий. Те, кто обучался на целевом направлении, отправятся в организации, с которыми был заключен договор. Выпускники вузов должны будут отработать в течение 3 лет, а выпускники колледжей в течение 2. В случае нарушения обязательства об отработке выпускнику могут назначить штраф в 2-кратном размере расходов на обучение, понесенных бюджетом соответствующего уровня. Российские власти разрабатывают порядок государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. Сенатор отметил, что вопрос об установлении особенностей госрегистрации СИМ прорабатывается в рамках работы по дополнительному нормативно-правовому регулированию развития средств индивидуальной мобильности и обеспечению безопасности дорожного движения при их использовании. Правительство утвердило правила списания задолженности для регионов. Субъекты смогут списать 2/3 задолженности по бюджетным кредитам, сложившиеся по состоянию на 1 марта 2024 года. Для этого необходимо выполнить несколько условий. Не менее половины таких средств регион должен вложить в реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ. Остальную часть можно направить на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, поддержку инвестиций и в другие сферы. Глава правительства Михаил Мишустин поручил руководителям регионов до 1 марта представить необходимые документы в Минфин. В Ингушетии пройдет киберспортивный турнир по Dota 2. Соревнования пройдут в форматах онлайн и офлайн. Команда состоит из 5 участников. Все зарегистрированные команды проходят жеребьевку и разбиваются на пары в верхней и нижней сетке. Игры проводятся по системе Double Elimination. Команда, занявшая 1 место, получит 50 тысяч рублей. Команды, занявшие 2 и 3 места, будут награждены подарками. Правительство предлагает включать градостроительный план земельного участка в конкурсную документацию при проведении торгов по продаже или аренде государственной или муниципальной земли. Сейчас градостроительный план выставленного на торги земельного участка выдается только по заявлению победителя аукциона. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Государственной Думы. Цель предлагаемых изменений – сократить инвестиционно-строительный цикл. Также участник торгов получит информацию о наличии обременений и ограничений, наличии зон с особыми условиями использования территорий и параметрах планируемого использования и разрешенного строительства.